Ну вот, да, смешно. Мгм. Не надо. Конечно, да. Да. Галина Федоровна, сейчас у меня начнется вебинар, я вам перезвоню, я вам это выкопала эти примулы и принесу потом. Да, да, принесу. Ну, хорошо, давайте. Чего? Отстояла. Да. Я сначала хотела согласиться, а потом думаю, а почему я должна соглашаться, когда мы детей таких... Да, да, правильно? Да. Всё. Ну давайте, Галина Федоровна, спасибо вам большое. Здравствуйте. В 15:00 начнется заседание РМО. Вы нас как-то сопровождаете, нет? Не, вроде бы получается, просто я не вижу, есть звук или нет. Вот здравствуйте в чате начали уже писать. Не понимаю, слышат меня или нет. Мгм. Хорошо, будем ждать, да. Мгм. Я вам должна позвонить, да? Ага, да. Все, вот написали, слышно и видно. Спасибо. Все хорошо. Мгм. Ага. Мгм. Хорошо, спасибо. Мгм. До свидания. Да, вот это. Да. У меня я думаю, у меня сейчас
Слушай, ты только немножко, я заканчиваю вебинар, и я тебя... это, 40 минут. Нет, давай, все, потом позвоню, созвонимся, давай, пока. Добрый день, коллеги. Коллеги, здравствуйте еще раз. Скажите, пожалуйста, на экране презентация видна? Для вас.
Коллеги, еще раз добрый день. Сегодня мы начинаем очередное заседание, четвертое заседание, завершающее в этом учебном году. И встречаемся с вами второй раз вот в таком дистанционном режиме. Ну и давайте посмотрим, какие вопросы предстоит рассмотреть нам сегодня. Мы очень коротко подведем итоги работы Республиканского методического объединения за этот год. Значит, отметим некоторые моменты дистанционной подготовки к ЕГЭ по географии, об изменениях в проведении всероссийских проверочных работ в 5-9 классах и коротко обсудим изменения в модели аттестационного портфолио по должности учитель. Как я уже говорила ранее, у нас было проведено несколько заседаний. Мы встречаемся 4 раза пока, да. На самом первом заседании были рассмотрены актуальные вопросы содержания контрольно-измерительных материалов обязательного государственного экзамена по географии и единого государственного экзамена по географии на 2020 год. Также на этом заседании были рассмотрены результаты как обязательного государственного экзамена, так и ЕГЭ географии. Значит, на этом заседании результаты представляли председатель предметной комиссии Селявка Виктория Владимировна по обязательному государственному экзамену, а результаты единого государственного экзамена, значит, были представлены мной. На втором заседании очень широко обсуждались возможности использования результатов внешней оценки учебных достижений для повышения качества образования. А именно большое внимание было уделено роли оценочных процедур в системе управления качеством образования. Как известно, в настоящее время на федеральном уровне создана разноаспектная система оценки качества образования, состоящая из разных процедур, таких как ОГЭ, ЕГЭ, ну и в том числе и всероссийские проверочные работы. Подробно были рассмотрены цели и задачи внешней оценки использования результатов, а также вместе с коллегами мы рассматривали содержание контрольно-измерительных материалов и трудные аспекты при подготовке к всероссийской проверочной работе. На третьем заседании, третье заседание у нас тоже уже в дистанционном формате прошло, значит, мы говорили об использовании дистанционных образовательных технологий на уроках географии. И сегодня хотелось бы выразить благодарность учителям географии за активное участие в проведении заседаний наших. Это Виктории Владимировне Селявко, учителю географии 38-й школы, Матвеевой Наталье Владимировне, учителю географии школы номер 7 города Сыктывкара, Ткачевой Светлане Павловне, школа номер 27, тоже города Сыктывкара, нашей всеми любимой Надежде Васильевне Олеговой, а также поблагодарить коллег за представленные материалы для формирования методической копилки учителей географии на сайте «Открытое образование». Таких педагогов активных хотелось поблагодарить. Это Андрющенко Елену Яковлевну, учителя географии общеобразовательной школы села Усть-Ухта Сосногорского района, Турасову Наталью Леонидовну, учителя географии средней общеобразовательной школы номер 4 города Ухты. Ну и, конечно же, хотелось еще и пожелать вам, дорогие коллеги, принимать более активное участие, значит, в трансляции вашего опыта, ну и более активно направлять материалы для размещения
в методической копилке. Что хочу напомнить, для того, чтобы разместить ваши материалы и получить ссылку на публикацию, то есть это уже будет считаться как публикация, да, вы можете найти адрес моей электронной почты на портале «Открытое образование» в разделе «География», то есть РМУ учителей географии. Поэтому давайте мы в следующем году активнее эту работу с вами проведем, да, чтобы побольше накопить материалов. Ну, а теперь давайте мы с вами посмотрим предварительный график единого государственного экзамена в 2020 году в связи с пандемией. Сроки переведены на 3 июля. Вот посмотрите, 3 июля сдают географию, литературу, информатику. Ну и далее до 23 июля будут наши выпускники сдавать единый государственный экзамен. Значит, многие учителя ведут дистанционную подготовку к экзамену по географии. Ну, давайте мы еще раз вспомним, какие онлайн-ресурсы есть для подготовки к ЕГЭ по географии. Ну, это, конечно же, сайт Федерального института педагогических измерений. Есть на этом сайте методические рекомендации для выпускников по самостоятельной подготовке к ЕГЭ. Значит, специалистами Федерального института педагогических измерений разработаны эти методические рекомендации, их можно скачать, и, значит, в этих методических рекомендациях большое внимание уделяется тем вопросам, которые вызывают наибольшее затруднение, ну, при подготовке к выпускному экзамену. Ну и вот давайте очень коротко рассмотрим, да, что предлагают наши специалисты. Значит, предлагают учащимся вот проделать такую работу, да, значит, спланировать свою подготовку к экзамену, да, отметить, какие темы пройдены, какие темы еще необходимо изучить. Таким образом, более целенаправленно, да, вести эту работу. В методических рекомендациях также имеются примеры, вернее, приведены, опять же, примеры, да, значит, тех заданий, которые вызывают большие затруднения, особенно примеры, вот, ну, на данном слайде вы видите примеры рационального и нерационального природопользования, да, то есть имеются уже какие-то готовые подборки, да, значит, в этом же документе приведены полезные ссылки. Это ссылки данного же сайта, да, это видеоконсультации по подготовке к ЕГЭ. Значит, здесь есть рекомендации, да, есть открытый банк, сейчас мы к нему тоже подойдем, да, посмотрим. Ну и, конечно же, полезно обратиться выпускникам к кодификатору элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников. Значит, открытый банк заданий в этом году изменился. Специалисты ФИПИ, значит, изменили работу своей платформы. Смотрите, здесь вы, наверное, уже смотрели, задания ЕГЭ функционируют в тестовом режиме. То есть выпускники уже видят, да, правильно они отвечают на этот вопрос или допускают еще ошибки. Также с специалистами этого сайта можно связаться, да, по электронной почте. Еще очень полезный ресурс создан уже в нашем регионе. Это Дети 11 РФ сайт, услуги для вашего ребенка в онлайн. И посмотрите, на этой платформе тоже есть раздел «Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ». Значит, на
этой платформе даны также полезные ссылки для обучения. Есть теория по всем предметам. Также есть ссылки на видеоконсультации со специалистами того же Федерального института педагогических измерений. Имеются ссылки на ресурсы, которые позволяют провести проверку знаний в онлайн-режиме. Поэтому напомните еще раз своим выпускникам вот про эти ресурсы для того, чтобы подготовиться к ЕГЭ. Ну и давайте еще раз мы с вами вспомним, какие произошли изменения в контрольно-измерительных материалах 2020 года по сравнению с предыдущим годом. Вы уже знаете, значит, изменение структуры и содержания контрольно-измерительных материалов отсутствует в этом году. Но, тем не менее, внесены изменения в критерии оценивания ответов на задания с развернутым ответом номер 31 и 32. Как вы знаете, задание 31 проверяет умение определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития социально-экономических объектов, процессов и явлений. То есть данное задание проверяет умение работать со статистическими материалами. Ну вот давайте тип задания, один из этих типов заданий, да, рассмотрим. Ну вот перед вами задание номер 31. Используя данные таблицы, приведенные ниже, сравните долю сельского хозяйства в ВВП и долю сельского хозяйства в общем объеме экспорта Австралии и Колумбии. Сделайте вывод о том, в какой из этих стран сельское хозяйство играет большую роль в экономике. Для обоснования своего ответа запишите необходимые числовые данные или вычисления. Как вы видите, содержание самого задания не изменилось. Изменилась форма ответа, да, а именно, вернее, оценивание ответа на данное задание. Значит, в содержании верного ответа задания 31 необходимо выделить 4 элемента. Первый элемент состоит из двух равнозначных частей, соединенных союзом «или», в которых приводится качественное или количественное сравнение. Второй элемент – результат сравнения искомого показателя для двух стран, который был определен в ходе проведенных вычислений. Третий элемент верного ответа представлен вычислениями или значениями, соединенных союзом «и», причем элемент ответа считается присутствующим полностью, если в ответе выпускника приводятся вычисления значений для обеих стран. И четвертый элемент – это вывод о том, в какой стране сельское хозяйство играло наибольшую роль в экономике. Как вы видите, ответ, он по сути такой же, только он для оценивания разбит уже вот на такие элементы. Ну и вот перед вами примерный ответ. Да, посмотрите, что в ответе должен отразить выпускник. Доля сельского хозяйства ВВП Колумбии выше, чем Австралии, или приводится значение. То есть данный показатель выпускник извлекает из статистических данных, которые даны к этому заданию. Второй элемент. Доля сельского хозяйства в общем объеме экспорта Колумбии выше, чем Австралии. То есть делает вывод, который он получает в ходе вычислений. Второй показатель нужно вычислить. И вот мы видим уже в третьем пункте, да, выпускник должен привести вычисления для определения доли сельского хозяйства в общем объеме ВВП Колумбии. Приводится вычисление, это может быть 5 деленное на 25, да, или 5 к 25. И для определения доли сельского хозяйства в общем объеме ВВП Австралии, обратите внимание, обе страны должны присутствовать, да, приводится вычисление 20 деленное на 117. Или можно привести значение, да, это, которое он получил в ходе вычислений. Колумбия 20%, Австралия 17%. И сделать вывод.
30. Значит, как оцениваться будет, да, это задание? Если в ответе полностью присутствуют все 4 элемента верного ответа, то такой ответ выпускника оценивается в 2 балла. Если же ответ включает в себя 3 любых из названных выше элементов, то такой ответ должен быть оценен в 1 балл. Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок, оцениваются в 0 баллов. Поэтому обратите еще раз внимание при подготовке ваших выпускников к экзамену, да, как правильно оформить ответ на данное задание. В задании 32 по содержанию оно тоже не изменилось. Мы сейчас далее тоже пример рассмотрим. Значит, в этом задании проверяются умение применять знания о суточном движении Земли для решения задач. Какой элемент содержания проверяется? Да? Это Земля как планета, современный облик, облик планеты Земля, форма, размеры движения Земли. И требования, какое проверяется, это знать и понимать географические следствия размеров и движений Земли. Ну и далее вот давайте рассмотрим один пример данного задания. Это задание тоже вам знакомо. Определите географическую долготу пункта, если известно, что в 23 часа по солнечному времени Гринвичского меридиана местное солнечное время в нем 0 часов 40 минут следующих суток. Запишите решение задачи. Обратите внимание, в самом задании звучит это, да, запишите решение задачи. Ну и далее вы видите пример решения, а именно на первом этапе необходимо определить разницу во времени с Гринвичским меридианом. Ну, в данном случае эта разница составляет 1 час 40 минут. Далее, второй шаг – это разница, выпускник определяет разницу в долготе, да, зная, что за 1 час планета поворачивается на 15 градусов, да, находит разницу в долготе, в данном случае это 25 градусов. Ну, а далее, вот третий пункт, это рассуждение может и не присутствовать, но ответ 25 градусов восточной долготы, то есть ученик должен понимать, да, в каком полушарии находится данный пункт, да, и мы видим этот ответ 25 градусов восточной долготы. И посмотрите, критерий верного ответа. Приведена верная последовательность шагов решения. Мы эти шаги и решения с вами сейчас рассмотрели. И правильно определена долгота пункта. Еще раз, что значит верная последовательность шагов? Это определение разницы во времени. Ну и второй шаг – это определение разницы по долготе. Третий элемент ответа может быть, не может быть, а должен быть, да, ответ с указанием долготы. Если вы помните, в контрольно-измерительных материалах 2019 года достаточно было привести запись решения, да, и правильно определена долгота пункта должна быть. Да? Вот. Значит, вот эти изменения, незначительные изменения в оценивании, они есть. Поэтому еще раз обратите на это внимание. Ну и далее перейдем к следующему вопросу. Если у вас есть вопросы, вы, пожалуйста, в чате пишите. Следующий вопрос о проведении всероссийских проверочных работ в 5-9 классах. Вы уже, наверное, знакомы с изменениями. Ну и в условиях, конечно же, сложившихся, все всероссийские проверочные работы перенесены на осень. Значит, и значит, вот, да, смотрите, все материалы и инструкции для проведения всероссийских проверочных работ будут размещены в Федеральной информационной системе оценки качества образования, начиная с 7 сентября 2020 года. И посмотрите, ВПРы будут проводиться по следующим учебным предметам. Для обучающихся 5 классов
работы будут проведены по материалам 4 класса по 3 учебным предметам. Это русский язык, математика, окружающий мир. Для обучающихся 6 класса всероссийские проверочные работы будут проведены по материалам 5 класса по учебным предметам русский язык, математика, история и биология. И будьте внимательны, для обучающихся 7 класса работы будут проведены по материалам 6 класса по учебным предметам русский язык, математика, история, биология и география и обществознание. Для обучающихся 8 класса работы будут проведены по материалам 7 класса. И посмотрите, географию они тоже будут писать, да? И для обучающихся 9 класса по материалам 8 класса мы тоже будем писать работу по географии. Ну и тоже давайте мы с вами посмотрим, какие имеются онлайн-ресурсы для подготовки к всероссийским проверочным работам. Я их сейчас все перечислять не буду. Презентация будет размещена также на сайте, на портале «Открытое образование» в разделе «География» в новостях, либо в методической копилке. И эти ресурсы, они в широком доступе, их можно найти и в сети интернет. И наверняка вы ими пользуетесь. Ну и, значит, подойдем мы с вами к последнему нашему вопросу, очень коротко сегодня, да, это о изменениях в модели аттестационного портфолио по должности учитель. Вы знаете, что, наверное, многие уже знают, по поручению председателя Республиканской аттестационной комиссии Центром аттестации педагогических работников Коми Республиканского института развития образования проведено рабочее совещание экспертов Республиканской аттестационной комиссии и выработаны предложения о внесении изменений в модель аттестационного портфолио по должности учитель. И на данном совещании сформулированы следующие предложения. Вы их сейчас, извините, так, обратно, да? Следующие предложения. Смотрите. Исключить бонусные баллы из критерия 1, а именно показатель 1.1, результаты освоения обучающимися образовательных программ в модели аттестационного портфолио по должности учитель, связанные с оценкой профессиональной деятельности учителей по итогам государственной итоговой аттестации обучающихся и сопутствующие им бонусные баллы. А именно, смотрите, это 1 бонусный балл за отсутствие обучающихся, не набравших минимального балла по предмету на ЕГЭ, или обучающихся, получивших оценку неудовлетворительно на ОГЭ или ВПР. 1 бонусный балл за наличие обучающихся, получивших на едином государственном экзамене высокий балл свыше 80, или обучающихся, получивших отметку «отлично» на основном государственном экзамене по результатам ВПР. Также 1 бонусный балл учителя начальных классов, это учителя начальных классов, представляют данные о динамике результатов обученности учащихся в 5 классе по основным предметам с анализом. Для учителей предметов, не предлагающих сдачу государственной итоговой аттестации всероссийских проверочных работ, 1 бонусный балл за наличие выпускников, продолживших обучение по профилю предметов в организациях профессионального образования. То есть предлагают эти баллы исключить. Внести бонусные баллы. Критерия 3. Показатель 3.1. Продуктивное использование современных образовательных технологий в образовательном процессе. В связи с чем, да, было внесено такое предложение, а именно в связи со значимостью в системе оценки профессиональной деятельности учителей разного уровня
образования показателей, измеряющих компетентность учителя в разработке учебных занятий, предлагают ввести бонусный балл. Какой, да? Показатели 3.1. Значит, обосновывают данный бонусный балл таким образом, вернее, в связи с тем, с целесообразностью включения учителя в разработку современных технологических карт, уроков 3 технологических карт, связанных с оценкой трудового умения учителя использовать образовательные технологии для системного проектирования образовательного процесса, направленного на последовательное достижение предметных и метапредметных результатов. Бонусный балл изложить в следующей редакции. Смотрите, предлагают 2 бонусных балла. Представлены 3 технологические карты урока, отражающие систему работы учителя по проектированию образовательного процесса, направленного на последовательное достижение предметных и метапредметных результатов по одной теме, разделу, заявленных в портфолио образовательных технологиях. Уменьшить количество необходимых для аттестации на квалификационной категории бонусных баллов. Значит, и в пункте 2 преамбуле модели аттестационного портфолио изложить в следующей редакции. Аттестуемый обязательно представляет аналитическую информацию и подтверждающие документы для первой квалификационной категории не менее чем по 5 бонусным баллам или баллам по дополнительным показателям, для высшей квалификационной категории свыше 6 бонусных баллов или баллов по дополнительным показателям. Ну и уровень представленности показателей вы видите вот на данном слайде в табличке, да, вот теперь она выглядит таким образом, да. Значит, здесь представлены минимальные баллы для высшей квалификационной категории по всем показателям и для первой квалификационной категории по всем показателям. Ну и шкала выглядит таким образом, да. 1 балл, основной балл отражает соответствие занимаемой должности, 2 балла – это основной балл отражает соответствие первой квалификационной категории, и 3 балл, основной балл, отражает соответствие высшей квалификационной категории. И плюс 1 балл, бонусный балл, суммируется только к основным баллам, отдельно не засчитывается. Вот эти изменения, возможно, вы уже в коллективе обсудили, и значит, данный вопрос обсуждается, и всех педагогов приглашают к обсуждению. Вы можете принять участие в этих обсуждениях, а именно пройти анкетирование. Значит, ссылку на это, на анкетирование можно найти на сайте КРИРО в разделе «Деятельность аттестации», «Новости аттестации». И вот вы видите, да, вот по этой ссылке пройти и принять участие в анкетировании. Согласны вы с этими изменениями или нет? На сегодняшний день анкетирование еще продолжается, поэтому примите активное участие. Вот у меня на сегодня все, уважаемые коллеги. Очень коротко мы сегодня обсудили наиболее актуальные вопросы на данный момент, да. Ну и на следующий год, пока мы не внесли вопросы, я очень жду, какие бы вы хотели услышать вопросы, проблемы для обсуждения. Конечно же, первое заседание будет уже традиционно посвящено результатам государственной итоговой аттестации, а именно единого государственного экзамена по географии. Ну и в этом году обязательный государственный экзамен
отсутствует, да, не проводится. Вот, поэтому, значит, эти результаты мы рассмотрим. Презентацию, конечно, можно будет скачать. Значит, я ее загружу на портале «Открытое образование» и в разделе «Новости», либо в методической копилке. Какие еще вопросы вы бы хотели вынести на обсуждение на следующий учебный год? Пожалуйста, пишите. Можно писать на электронную почту, либо вот в чате еще можно написать, да. И, конечно, еще раз, принимайте активное участие, значит, в размещении методических материалов, присылайте, мы обязательно их разместим после проверки, да, и поделитесь опытом с вашими коллегами. Ну вот на сегодня все. Я желаю вам здоровья, поздравляю вас с окончанием учебного года, хорошо отдохнуть за лето и уже в новом учебном году с новыми силами приступить к новому учебному процессу. Берегите себя, своих близких и всего самого доброго. До свидания.